пожаловать в новый день. Обязательно начинаем его с улыбки. Пусть он подарит вам только хорошие новые замыслы, новые идеи, знакомства и события. Ну и, конечно же, отличное настроение. 4-й день марта на календаре, день недели среда. Сегодня день рождения. Устройство, без которого вы, наверное, бы меня не услышали. 143 года назад был изобретен микрофон. И несмотря на свой такой достаточно преклонный возраст, он по сегодняшний день остается очень востребованным техническим изобретением. Кстати, в этот же день на сцене Большого театра 143 года назад в Москве состоялась премьера балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Трудно поверить, но единственной прижизненной постановки композитора успеха не имела. И лишь спустя 18 лет уже в Санкт-Петербурге «Лебединое озеро» потрясает зрителей и критиков. С тех пор оно стало классикой мировой хореографии и главным спектаклем лучших балетных сцен мира. Также день 4 марта отмечен в истории открытием памятника Кузьме Минину и князю Пожарскому. А если в этот прекрасный весенний день родился кто-то из ваших друзей или родных, то вы можете сделать им приятное, поздравить на всю республику. Для этого существует наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Ну а я сделаю все, чтобы эти сообщения прозвучали. Впереди в нашей студии ожидаются гости по запуску системы 112. Также мы узнаем, как прошел Национальный день здоровья в Якутии. Поговорим о весьма перспективном российском проекте «Большие вызовы», куда съезжаются ребята и из нашего региона. Поэтому оставайтесь с нами. Информация будет полезной, интересной. Далее прогноз погоды на день 4 марта. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 24, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 12, минус 15. В заречных Улусах минус 24, минус 29 утром, днем минус 12, минус 16 градусов. В южных Улусах минус 20, минус 26 утром, днем до минус 10, минус 12. В Вилюйских Улусах минус 15, минус 17 градусов, днем минус 9, минус 12 градусов. В Нижнеленских минус 18, минус 22 утром, днем минус 15, минус 17. В западных минус 14, минус 18, днем минус 8, минус 9 градусов. В Колымо-Индигирских минус 15, минус 22 утром, днем минус 10, минус 20 градусов. В Янских Улусах минус 16, минус 18 утром, днем до минус 11, минус 14. На северо-западе минус 12, минус 13 утром, днем минус 11, минус 14 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 32 градуса. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 13, минус 15 градусов. Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 теперь стал возможным на всей территории республики. На днях произвели запуск системы. Более подробно мы сегодня будем говорить с нашим гостем об этом. У нас в студии первый заместитель директора Республиканского центра инфокоммуникационных технологий Александр Баланов. Александр, доброе утро. Доброе утро. Ну, интересно, что из себя представляет данная система 112, что она дает населению, что дает ее внедрение? Ну, по факту система 112, 112, это, ну, если проще, то аналог системы 911, которую мы все видели в кино, известная это система службы спасения. Но она действует на территории Республики Саха-Якутия теперь. В России это номер 112.
Через данный номер можно вызвать любую экстренную службу. Это скорая, пожарная, полиция, газовая служба по всей территории. То есть включает она в себя все, да, практически? Да, она включает в себя службы. все службы, ну и, соответственно, действуя сообща, она позволяет этим службам реагировать быстрее и быстрее реагировать на ситуации. Как происходит вызов? Да? Соответственно, звонок поступает на единый номер 112, и его принимает оператор службы 112, которая находится здесь, в городе Якутске. Далее вместе с звонком параллельно поступает сообщение от оператора связи о местонахождении этого абонента. То есть это как точка на карте, ее видит оператор. Он производит опрос, и чтобы, для чего местоположение делается, чтобы, не теряя времени, сразу можно было отправить на реагирование службам, которые необходимы. По звонку производится анализ, то есть идет вся история всех вызовов, да, какая сейчас обстановка эпидемиологическая или что-нибудь еще. И в зависимости от этого, от конкретной ситуации, в соответствии с инструкциями, направляется в ту или иную службу, где происходит реагирование. Также у операторов имеется психологическая служба, то есть бывают разные звонки, бывает поступают звонки от людей, которые хотят совершить самоубийство, либо в силу, допустим, родственных связей и так далее, не понимают все опасности и могут пойти на человека с ружьем, пытаться его успокоить. Оператор он остерегает от этого и помогает нормально среагировать и спасти жизнь. Действительно, прям вот в чрезвычайных таких, Да. опасных ситуациях можно будет. А не проще все-таки, набрать те же привычные 02, там, вызвать скорую по 03? Эти номера также параллельно действуют, но осуществляя вызов на номер 112, возможно комплексное реагирование. Допустим, какое-то страшное ДТП, как пожары, когда требуется вызвать не только одну какую-то из служб, да, и пока они там между собой среагируют, а сразу одновременно на все службы, которые требуются, поступает звонок. То есть карточка со всей необходимой информацией. А как вообще разрабатывалась система? Может, с какими-то трудностями столкнулись? И все ли задачи выполнены? Да, система, она у нас разрабатывалась с 2013 года. Пользуясь случаем, хочу передать привет Мирославу Кузьмичу из отдела связи Мининноваций. Он начинал это все с 2013 года, когда был разработан технический проект и вставлено голосовое меню пока, на время, пока мы вводили эту систему. Далее в 2015 году уже произвелась проектно-сметная документация, было описано вот это все технические решения досконально, где что будет установлено и так далее. Это все проходило согласование в МЧС России, потому что они являются куратором системы 112. И с 2017 года мы начали строительство системы. В 2018 году была создана служба 112 при ГБУ ЦИД. И начиная с января 2019 года номер стал действовать на территории Якутска и Житая. И с января текущего года он уже действует по всей территории Республики Саха-Якутия. Сначала он действовал для 2 операторов, и недавно он, соответственно, уже подключены все операторы связи, и можно с любого телефона произвести Здорово. звонок. Даже в труднодоступных районах можно набрать эту цифру, да? А со всех ли устройств доступно? Да, доступно со всех телефонов, даже с мобильных телефонов, у которых нулевой баланс или минусовой баланс, да, даже если у мобильного телефона нету сим-карты, то можно дозвониться в экстренную службу 112. Также доступны направления сообщений СМС. То есть для тех, кто слабослышащих, людей с ограниченными функциями, возможно реагирование через СМС. Также одна из таких систем – это определение местоположения. То есть она зависит уже от того, откуда произошел звонок, то есть от технических условий.
потому что информацию мы получаем от оператора связи, и в зависимости от того, сколько базовых станций видит мобильное устройство, ну, сотовый, да, будет наиболее точные координаты. То есть в городе Якутске это десятки метров, да, можно определить местоположение человека. А за пределами ее уже там, где мало базовых станций, там точность уже до 1 километра. Но это уже большое подспорье для тех, кто заблудился. Вот, можно его местоположение вычислить. Мгм. Но мне известно, что у вас есть еще и дальнейшие планы по развитию, по совершенствованию данной системы, да? Ага, поделитесь. Да, конечно. Мы сейчас планируем завершить работы по интеграции с системой AeroGLONASS. Это вот на всех автомобилях теперь устанавливается устройство, которое оценивает степень аварии, да, ну, при ДТП, и направляет всю информацию и производит также вызов на контакт-центр. Но ну, в этом году, когда мы все сделаем, он будет приходить также в службу 112. Ну и дальнейшее улучшение работы и увеличение комфорта для дежурно-диспетчерских служб, да, также планируется интеграция с системами, ну, для более лучшего реагирования. То есть, допустим, чтобы было видно все силы и средства на карте, где перекрыли дорогу, чтобы вся эта информация, ну, поступала. Также дальнейшее развитие системы 112 – это безопасный город, где, ну, если проще, то реагирование происходит уже не по звонку, а от информации, которая поступила из датчиков, либо систем видеоаналитики, то есть из видеокамер, либо из других систем. Соответственно, реагирование можно будет осуществить еще быстрее. Что ж, Александр, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Я желаю, чтобы все планы были выполнены, да, в дальнейшем по усовершенствованию системы 112. И действительно, это большое техническое достижение для нашей республики. Прогресс, спасибо. да? Ага. Мы продолжаем. В знаменитом музее современного искусства Соломона Гугенхайма в Нью-Йорке на Манхэттене в конце февраля открылась выставка «Country Side the Future» – сельская местность будущее, в рамках которой представлена экспозиция Якутии. Выставка, собирающая посетителей со всего мира, будет работать целых полгода. Изучает она радикальные изменения необитаемых территорий Земли, которые занимают 98% всей планеты. Рэм Колхас, обладатель Прицкеровской премии и Золотого льва на Венецианском биеннале, автор этой выставки. Экспозиция старается ответить, каким будет будущее этих территорий, как будет меняться ландшафт местности, какой будет архитектура за пределами крупных городов и как на эти земли будет влиять миграция. Подготовкой выставки занимались специалисты исследовательского подразделения известного архитектора Рэма Колхаса и студенты Высшей школы дизайна в Гарварде, где преподает Колхас. В огромном пространстве музея Гугенхайма под Якутию выделено 3 экспозиции. Первая посвящена исследованиям и проблемам сохранения вечной мерзлоты. Второй раздел о том, как сейчас происходят изменения в ландшафте. В секции показывают научный фильм, графики, диаграммы изменения. Всеми материалами поделился Институт мерзлотоведения и лаборатория музея Мамонта. В третьем разделе представлены серии фотографий Тикси Евгения Арбугаева и отрывки из якутских фильмов, среди которых «Надо мною солнце не садится». Мы продолжаем. Владимир Денисович Лонгинов родился в семье священника в поселке Танда, ныне Усть-Алданского улуса. Он получил звание Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в селах нашей республики и городе Якутске. Да, правильно я сказала? Что на земле не проходит бесследно,
И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Мы каждый день проходим мимо аллеи героев Советского Союза. Их лица невозможно спутать ни с кем. Их взгляд невозможно забыть. Что они пережили? Как выстояли? О чем думали, когда шли в свой последний бой? Лонгинов Владимир Денисович, командир отделения, старший сержант 722-го стрелкового полка пулеметной роты. Осень 1943 года. Шли ожесточенные бои на переправе Днепра. Владимир Лонгинов под ураганным огнем противника подготовил для своего станкового пулемета средства переправы и одним из первых форсировал Днепр. Выбрал удобную огневую позицию и открыл уничтожающий огонь из пулемета и тем самым обеспечил форсирование реки стрелковыми подразделениями дивизии и последующий захват и закрепление плацдарма на западном берегу реки. Стрелковый полк выполнил задание командования, и за этот подвиг 12 офицеров, сержантов и солдат получили звание Героя Советского Союза. И среди них был наш земляк Владимир Лонгинов. Босоногим мальчишкой Володя до ночи играл с деревенскими пацанами в лапту. Когда пошел в школу, любил читать, ходил с братьями на охоту, был очень спокойным и дружелюбным парнем. Когда родители переехали в город, занялся спортом. Возможно, он часто ходил именно по этим улицам, покупал газеты, ел мороженое, ходил в кино и мечтал о будущем. В начале войны Владимиру Лонгинову было 22 года. Я вам жизнь завещаю. Что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое в память воина-брата, что погиб за нее. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Вчера, 3 марта, был День писателя. И приурочив к этой дате, мы хотели бы рассказать вам о наших якутских писателях. Ну и, конечно же, стоит отметить, что сегодня день рождения нашего якутского известного писателя Алексея Елисеевича Кулаковского. Книги, о которых мы сегодня вам расскажем, были выбраны из большого списка. Также надо отметить, что они изданы на русском языке. Возможно, не все знают про Виталия Михайловича Егорова, писателя с большой буквы. Начал он службу в Министерстве внутренних дел в уголовном розыске. Лично раскрыл множество тяжких преступлений. Полковник милиции в отставке уже известен публике своими остросюжетными произведениями, объединенными в трилогию «Адычанская трагедия», «Воздание монстру» и «Кара Чучур-Мурана». Трилогия повествует о сыщиках конца 90-х, начала 2000-х годов. В это непростое время фанатично боровшихся с преступностью. И у нас в руках именно «Кара Чучур-Мурана», прошу прощения. Эта книга является завершением трилогии, поэтому рекомендуем вам. Следующая книга – это «Тыгындархан» от Далана. Первое в якутской литературе произведение, обращенное ко времени
и деяниям Тыгына, личности, с чьим именем связан один из поворотных пунктов в истории народа Саха. Его образ воссоздан на фоне широкой панорамы жизни народов до прихода русских. Роман написан не в духе устоявшихся традиций, взглядов на события тех времен, а с позиции нового мышления. Василия Семеновича Яковлева знают все, поэтому мы выбрали эту книгу, потому что осенью этого года состоится премьера фильма «Тыгын-Дархан». В мае он уже заявлен для участия в кинофестивале, а при экранизации приняли участие очень большое количество людей, в том числе и огромное количество якутян. Напоминаем, что книга издана как на якутском, так и на русском языках. И завершают нашу тройку сегодня это Ариадна Борисова. Авторский дебют Ариадны Борисовой состоялся в 1993 году. Журнал «Полярная звезда» опубликовал ее рассказ «7 притч о семи». К настоящему времени писательница создала множество рассказов для детей, несколько романов, произведения в жанре этническое фэнтези. А среди творчества Борисовой читателям наиболее полюбились произведения такие, как «Змеев столб», «Земля угаданок», «Опасная математика», «В руках у меня земля удаганок». «Знамение бури» – это роман с полным правом можно назвать олонхо. Особенность писательницы в том, что ее произведения удивляют, потому что чувствуется, как будто автор бывал в то время. Поэтому читайте книги. Книжки нам любезно предоставила Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Читайте, узнавайте новое. Мы продолжаем. Самый настоящий шарф для мамонта длиною 12,5 метров. Так называемая ярн-бомбинг акция или вязальный стрит-арт. Идейным вдохновителем выступил методист исторического парка «Россия. Моя история» Лада Евсеева. Вызов поддержали мастерицы-вязальщицы города Якутска. Собрались клубом и связали фрагменты в единый вязальный арт. Это были 3 часа коллективного труда. Для мамонта всего было собрано 41 моток пряжи и 84 фрагмента. Таким образом, в первый день весны мамонт получил частичку тепла от сердец вязальщиц и Якутска. Напомним, ярн-бомбинг или уличное вязание – это новомодное хобби, которое создается в городском пространстве. Задача направления – сделать пространство более привлекательным. Отметим, что вязание снова вошло в моду и набирает новое дыхание как хобби. Кстати, по словам организаторов мегашарфа, после уже поступили заявки на украшение предприятий нашего города. Да, я закинула клич. Да, если бы никто не откликнулся, идея бы умерла. Но нашлись такие же вязанутые, да, как они себя называют. И они сказали: да, как здорово, давайте. Люди радовались от того, что вот вместе, да, за 3 часа они сами сделали себе праздник из ничего. Из каких-то ненужных вещей они сделали яркий такой элемент города. Да, вложив душу, придя с хорошим настроением, сделать праздник всем и подарить городу такой интересный арт-объект ярн-бомбинга. Летом мы уже собираемся одеть на него панамку, значит, и попонку, как на индийского слона. Ну а к осени, возможно, появятся шарфы на других мамонтах города. Почему бы нет, да? Действительно, почему бы и нет? Ежегодно в последнее воскресенье марта февраля в республике проходит Национальный день здоровья. В этом году день выпал на день 25 февраля. В этот день проходят, как всем нам известно, различные оздоровительные мероприятия. Так, специалисты Центра здоровья Республиканского центра медицинской профилактики выехали в Кобяйский район. С какой целью, нам сегодня расскажут наши гости. Рада представить вам заведующую Центра здоровья Аюну Будаеву. Аюна Батаровна, доброе утро. Доброе утро. Ну, десант здоровья, да, он так называется. Прошел он, как нам известно, по определенному маршруту Кобяйского района. В чем задача, в чем цели? Ну, десант здоровья был, значит, у нас осуществлен в рамках декады, посвященной Национальному дню здоровья, который проходит с 25 февраля по 2 марта по всей республике.
Вот. И в Кобяйский район у нас, мы Десант здоровья, мы поехали сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики, Центра здоровья взрослый и детский, и также узкие специалисты, которые любезно были предоставлены медицинскими организациями города Якутска. Это хотелось бы сразу поблагодарить РБ, Республиканская больница номер 1, номер 2 и медицинский центр города Якутска. Вот. Также в рамках этого мероприятия у нас было открытие Центра здоровья в Кобяйском районе, Кобяйское долголетие, которое прошло в поселке Сангар. Вот. И, конечно, целью нашей декады было то, что мы, значит, формируем активную жизненную позицию среди населения для сохранения и укрепления здоровья населения Кобяйского района, да и вообще в целом республики. Но также, конечно, профилактический медицинский осмотр и снижение смертности населения от хронических неинфекционных заболеваний. А сколько всего специалистов? Специалистов, значит, если взять именно специалистов Центра здоровья, то это врач-терапевт и врач-педиатр, также наш среднемедицинский персонал. Также с нами поехали врач-онколог, уролог-андролог, оториноларинголог, невролог, кардиолог, дерматолог и офтальмолог. В общем, практически получаются все специалисты, которые необходимы. Да, и также врач ультразвуковой диагностики, то есть, так как там проводилось УЗИ-обследование. Но население Кобяйского района, наверное, с удовольствием шли к специалистам провериться, Да. потому что это было бесплатно, да, на бесплатной основе. Это было бесплатно. А сколько всего человек осмотрено, проконсультировано? Хотелось бы отметить, что жители Кобяйского района очень активно, конечно, приняли участие в этом мероприятии. Естественно, здоровье имеет первое место у нас, да. Охват у нас был 1083 человека, из них, получается, 582 взрослого населения и 452 детского населения. Узкими специалистами было осмотрено, каждый специалист осмотрел более 200 жителей. И, конечно же, естественно, на основании этого осмотра были направлены так же, как в республиканские, да, медицинские организации, также по месту жительства амбулаторное лечение при выявлении каких-то заболеваний. Как дети, так и взрослые? Как дети, так и взрослые, да. Ну вот Кобяйский район, это еще один, в Кобяйском районе еще один филиал, получается, открылся. Да. Сколько всего районов? У нас, получается, вместе с Центром профилактики 11 центров здоровья. 2 находятся здесь, это Республиканский центр медицинской профилактики, где у нас, получается, взрослые детские центры. Также у нас есть детская городская больница, детский центр, и 9 улусов. Это Алданский, Мирнинский, Ленский, Тампонский, Намский. В общем, и вот в Кобяйском районе еще вот открылся вот новый центр. Аюна Батровна, наверняка жителей других районов будет интересно, поедет ли Десант здоровья, да, Десант здоровья, именно Центр здоровья, и еще в какие-то районы. Да, конечно, мы, ближайшее естественно, наша работа заключается в этом. И, конечно, мы же хотим больше охватить арктические улусы, северные, дальние, потому что они у нас остаются как бы не обследованные большинство, да, именно глубинные такие деревни, где находятся далеко, где, допустим, нужно там добираться, иногда бывает даже и вертолетами летаем, и на воздушных подушках и так далее. В общем, разными транспортами добираемся и стараемся охватить за год практически, как бы, у нас же 13 примерно где-то арктических районов, и стараемся охватить все районы. Но также не остаются, конечно, у нас и близлежащие районы тоже, естественно, потому что у нас на данный момент 5 медицинских бригад в Центре здоровья. Что ж, Аюна Батровна, спасибо вам огромное, что проснулись вместе с нами этим утром. Будьте здоровы, удачи вам в работе. Спасибо большое. Будьте здоровы, у нас впереди небольшая рекламная пауза, после которой мы продолжим знакомиться с полезной утренней информацией. Оставайтесь с нами. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 4 марта, среда на календаре. Вот только что хотела зачитать сообщение и потеряла его. Сейчас, секундочку, нашла. Дорогую нашу внучку Саяру с днем рождения, 10-м днем рождения, маленьким юбилеем. Желаем крепкого здоровья. Ты помощница семьи, любимая сестра маленькой Аечки. Крепко-крепко целуем. С города Якутска. Что ж, мы присоединяемся к поздравлениям. Я передаю слово своим коллегам из информационной службы. 5 минут, после чего мы с вами увидимся.
эфире новости. В студии работает Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Работники Усть-Алданского ЖКХ оперативно восстановили работу котельной, пострадавшую в результате возгорания. Оно полностью ликвидировано в 2027. Пострадавших нет, оборудование также не пострадало. Напомню, что накануне вечером в районе 19:30 загорелась котельная в селе Сасылыкан Усть-Алданского улуса. Деревянная котельная 2011 года постройки с 2 котлами на угле отапливает 4 социальных объекта. Здание начальной школы, детского сада, сельского клуба, ФАП и 1 4-квартирный жилой дом. По предварительным данным, в результате попадания искры с трубы случилось возгорание на кровле. Днем уже будем решать, что делать с этой котельной. Котельная небольшая, мощность котельной 1 мегаватт, там 2 котла по 0,5 стоит. Россиянам дадут право на получение негосударственной пенсии досрочно на 5 лет раньше наступления пенсионного возраста для страховых пенсий. Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины с 60. Законопроект прошел 2-е чтение в Госдуме. Согласно документу, льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Принятие такого законопроекта улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кстати, при недостаточно большой сумме накоплений выплату из негосударственных пенсионных фондов можно получить единовременно, целиком. 19 предпринимателей подали заявки на получение статуса «Социальный предприниматель». Первый этап приема заявок завершился 1 марта. Однако прием документов ведется до 1 мая этого года. Заявка рассматривается в течение месяца. За это время специалисты проверят полноту и достоверность предоставленных сведений. Прием документов ведет Центр «Мой бизнес» по адресу улица Кирова, 18, блок Б в Якутске. Якутян призывают представить данные о своих родственниках, участников войны для создания галереи «Дорога памяти». В Московской области в военно-патриотическом парке «Патриот» завершается строительство главного храма Вооруженных сил России. В храмовом комплексе создается мультимедийный музейный комплекс, который будет представлять из себя масштабную галерею. Это десятки миллионов снимков участников Великой Отечественной войны из семейных архивов. Портреты родственников жителей Якутии тоже могут занять почетное место в проекте. Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию музея, необходимо загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». Для этого потребуется внести на сайт минимальный набор данных, фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны. Также Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» проводит конкурс среди жителей Якутии «Послы Победы». В этом году он пройдет в 6-й раз и в международном статусе. Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие заслуги в развитии добровольства в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти не только из России, но и из других стран мира. 200 победителей будут приглашены в мае в Москву для организации волонтерского сопровождения торжественных событий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для участия необходимо до 3 марта заполнить анкету на сайте волонтерыпобеды.рф и выполнить задание. 94-й день рождения отметил житель Ленска, ветеран Великой Отечественной войны Александр Лапинский. Он был одним из лучших автоматчиков в стрелковом полку, участвовал в военных сражениях. Поздравляли именинника не только родные, с подарками к нему пришли и представители администрации Ленского района. Несмотря на возраст, Алексей Семенович встретил гостей в отличном настроении, гладко выбритый и в белой рубашке. Гости вручили ветерану подарки, праздничный торт и юбилейные медали, посвященные 75-летию Победы. Их две. Одна от президента России Владимира Путина, другая от главы Якутии Айсена Николаева. От имени Владимира Владимировича. Не переключайтесь, впереди еще много актуальной информации.
Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. 89 школьников из Якутии представят свои научные проекты с 10 по 15 марта на очном региональном этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». А лучшие из них поедут в образовательный центр города Сочи представлять честь нашей республики. Сегодня в нашей студии рада представить вам организатора мероприятия, начальника научно-методического отдела Малой академии наук Республики Яну Лаптеву и директора IT-департамента Алмаз-Эргенбанка, эксперта конкурса Александра Крылова. Яна Афанасьевна, Александр Иванович, доброе утро. Доброе утро. Яна Афанасьевна, давайте о конкурсе немного расскажем, каким он будет в этом году. Итак, Малая академия, как региональный центр, работающий по модели образовательного центра, организует совместно с партнерами данный конкурс. Всего в нашем конкурсе будут принимать участие партнеры, это научно-исследовательские институты, это компании реального сектора экономики и бизнеса. И учащиеся будут решать задачи, которые охватывают все направления научно-технологической инициативы. Это задачи в сфере генетики, персонализированной медицины, умного города, больших данных и так далее. И особенность заключается в том, что этот конкурс призван научить детей решать такие вот задачи и готовить их к научной инновационной деятельности. Ну, за 3 года существования конкурса мы знаем, что ребятами достигнуты действительно очень достойные, да, результаты. Расскажите о них. Всего у нас было на заключительном этапе 24 участника, из них 13 стали победителями заключительного этапа в образовательном центре Сочи Сириус. И данные учащиеся продолжают заниматься исследовательской деятельностью, они реализуют свои задумки, и теперь уже они вышли на реальные такие проекты. Например, совместно с АЭП IT у нас разработана программа с распознаванием речи. Александр Иванович об этом расскажет. Также есть у нас совместно с компанией «Спутник», с резидентом Сколково, большой проект. Ребята задумали и разработали спутники, и они уже, вот, настоящий проект такой образовался. И, конечно же, успешность в том, что образовательная система, образовательная программа, она насыщается, она становится более интересной и ставит такие большие задачи. И название самого конкурса называется «Большие вызовы», что и говорит об этом. Александр Иванович, ну, уже 3-й год вы сотрудничаете и являетесь экспертом, наставником у ребят, да? А как проходила работа в предыдущие годы? Ну, работа интересна в 2 аспектах. Да, первое — это то, что мы работаем с командой. То есть это не работа с одним специалистом или там, с одним ребенком или студентом, там, учеником, а с целой командой. И это, ну, совсем новый формат, очень интересные идеи появляются, совсем по-другому общение идет. Да? И для нас это тоже такая хорошая обратная связь. А второй аспект — это сам вот этот проект, да, он дает возможность, дает площадку для общения экспертов из разных отраслей. То есть, помимо того, что вот мы с ребятами работаем, мы, конечно, общаемся с другими экспертами, с сотрудниками там, научных институтов, с нашим университетом и так далее. Это вот для нас очень интересное взаимодействие такое. Ну, а какие особенности в общении с ребятами вы подчеркнули для себя? Школьники, да, вот их особенность в том, что они всегда дают такой очень интересный новый взгляд, и они дают решения задач иногда, да, которые мы сами не можем представить в силу того, что мы работаем с какими-то такими, достаточно, скажем так, продвинутыми технологиями, а ребята дают на своем инструментарии решения не хуже и даже иногда лучше, да, чем у нас, используя очень простые вещи, то, что доступно школьникам. И это действительно удивляет, и порой оказывается, что сложные задачи имеют простое решение, и это идет из уст школьников. И это очень
здорово. Ну а какую пользу приносит сотрудничество непосредственно вот в вашей компании, да? Какие результаты, успехи достигнутся совместно с ребятами? Да. Ну, для нас это, конечно, расширение нашего как бы, кругозора, да, то есть мы не всегда, мы зацикливаемся на своих задачах иногда, и вот такое общение, оно позволяет нам выйти за рамки тех моделей мышления, которые у нас устоялись, это во-первых, да, ну и во-вторых, конечно, я считаю, что это некий такой, как любят финансисты говорить, инвестирование с длинным горизонтом, да, то есть я верю, что эти ребята, они там будут более подготовленными, будут более квалифицированными, да, и смогут сделать гораздо больше там полезного для нашей республики, для общества в целом, да, в будущем, через несколько, там, 5, 7, 10 лет. Вот ну, 89 ребят уже, как было сказано, представят, да, свои проекты, свои работы. А сколько будет победителей? Кто может представлять, сколько человек может представлять республику уже на российском? Так, каждый проект оценивается экспертами по разработанной методике фондом «Талант и успех». Если проект отвечает всем этим требованиям, квот у нас нет, сколько победителей будут представлять. Да? То есть если все вот, целеполагания, анализ очень хорошо, грамотно выполнен, самостоятельность работы, умение дискутировать, представить свою презентацию, работу, да, то ребенок может стать участником уже вот, финального этапа в образовательном центре Сочи Сириус. Что ж, Яна Афанасьевна, Александр Иванович, спасибо вам, что пришли к нам этим утром. Действительно, желаем нашим ребятам только успехов, действительно, большие вызовы принимать на себя и представлять нашу республику достойно. Спасибо. Ну, а у нас на очереди небольшая рекламная пауза снова, после чего мы обязательно с вами увидимся, прослушаем свежий прогноз на сегодняшний день. Оставайтесь с нами. Добро пожаловать в новый день, среда. Какой у нас сегодня, я уже забыла, 4 марта. Действительно, очень стремительно ворвалась в нашу жизнь весна. Напоминаем, что продолжается отчет правительства перед населением республики. Отчеты прошли по графику и в штатном режиме. В Кобяйском Улусе всего участие приняли 861 человек, в Мегино-Кангаласском 1867 человек. Отчеты продолжаются в Хангаласском, Нижнеколымском, Улусах. На территории Булунского отчеты перенесены с 9 по 13 марта по метеоусловиям. Всего отчеты прошли в 31 муниципальном районе и 1 городском округе с охватом более 25 тысяч человек. На личный прием обратились 1392 человека и 5 коллективных обращений. Далее предлагаю ознакомиться со свежим прогнозом погоды на сегодняшний день. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 24, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 12, минус 15. В заречных Улусах минус 24, минус 29 утром, днем минус 12, минус 16. В южных Улусах минус 20, минус 26 утром, днем минус 10, минус 12 градусов. В Вилюйских минус 15, минус 17 утром, днем минус 9, минус 12. А в Нижнеленских минус 18, минус 22 утром. Днем ожидается до минус 15, минус 17 градусов. В западных Улусах минус 14, минус 18 утром. Днем минус 8, минус 9 градусов. В Колымо-Индигирских Улусах минус 15, минус 22 утром. Днем минус 10, минус 12. А в Янских Улусах минус 16, минус 18 утром, днем минус 11, минус 14 градусов. На северо-западе минус 12, минус 13 утром, днем минус 11, минус 14 градусов. В
В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 32 градуса. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске температура воздуха составит минус 13, минус 15 градусов. И к этой минуте рада зачитать еще одно сообщение, которое поступило на наш WhatsApp номер. Дорогую сестру Татьяну из села Тылгны Вилюйского района поздравляем с 60-летием. Желаем крепкого здоровья, чтобы все у тебя получалось. Счастья, радости, добра и смеха, чтобы хорошее только случалось. Любим, очень любим, крепко обнимаем. Ваши дети, Татьяна. Мы присоединяемся к поздравлениям. И продолжаем. Еще один мальчик, которому нужна семья и забота. Это 9-летний Влад. Открытый, очень добрый, позитивный. И желаем ему осуществить его самое заветное желание. Пусть он обязательно обретет семью, любимых маму и папу. Знакомьтесь, Влад. Мальчик находится в учреждении чуть больше года. Открытый и добрый, он покоряет всех своей улыбкой и всегда позитивным настроением. Владику 9 лет. Влад ходит у нас в 3 класс. Очень нравится ему ходить в школу. Влад у нас по характеру очень спокойный, доброжелательный, ласковый. Легко идет на контакт, любит рисовать. Собирает конструктор Лего, смотрит мультфильмы. Любит помогать по дому очень. Посещает кружки, радужную мозаику, робототехнику, поет вокал. В проводимых мероприятиях детского дома и семьи принимает активное участие. Владик у нас очень аккуратный мальчик. Он мал у ма вы ша су. Влад, ты что любишь делать? Играть. А во что любишь играть? Игрушки, А какие игрушки? машинки, пушишка, зайчик, синенькой, елки спрятался. Много-много радости детям принесла. У Влада диагноз ДЦП. Когда он поступил в центр год назад, он не мог ходить, а сейчас так зажигательно танцует. И мы надеемся, что Влад обретет семью. А буквально недавно во многих школах республики закончился длительный карантин. За это время, скорее всего, многие подзабыли школьную программу. Предлагаем вспомнить ее вместе с нами. Бензин, оливковое масло, вода. Какая из этих жидкостей самая легкая? Вода. Вода не это. Вода. 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 Бензин, наверное. Бензин, наверное. Бензин, наверное. Бензин. Бензин, наверное. Бензин. Чему приблизительно равно число π? 3,41, 3,14 или 3,12? 12. 3,41. 3,12 было. 3,41. 12. 14, наверное. 3,14. 3,14. 3,14. 3,14. 3,14. Кто совершил первое кругосветное путешествие? Колумб, Кук или Магеллан? Колумб, наверное. Колумб. 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 Да, Кук. Наверное, Колумб. 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 Магеллан. Магеллан.
Магеллан. Из какого растения почти полностью состоит рацион панды? Тростник, бамбук или эвкалипт? Эвкалипт. Эвкалипт. Тростник. Эвкалипт. Тростник. Бамбук. 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 Бамбук, наверное. Бамбук. Бамбук. Сколько падежей в русском языке? 4. 7. Много. 7, наверное. 9. 7. 7. 6. 6. 6. 6. Мы продолжаем наш эфир. Убористый, неразборчивый, аккуратный, мелкий, крупный, витиеватый, красивый, небрежный. Как вы думаете, о чем я? Конечно же, о почерке. Начинает он формироваться в возрасте от 8 до 10 лет. Окончательно складывается только к 20. Но может меняться в течение всей жизни. И очень многое может о нас рассказать. Ученые давно установили, что существует определенная связь между почерком и характером человека. При письме движения руки управляют мозгом, а потому несут на себе отпечаток психических процессов, протекающих в нем. Так что хочешь нарисовать психологический портрет человека, проанализируй его почерк. Связь почерка с характером изучает наука графология. Она помогает определять по почерку человека, насколько развиты у него ум, сила воли, какова самооценка, эмоциональность и многое другое. Например, крупные буквы говорят об общительности, открытости человека, а мелкий почерк, наоборот, указывает на замкнутость своего обладателя. Угловатые буквы – признак эгоизма, а круглые – доброты и щедрости. Скорость написания, да, вообще характер написания зависит от нервной системы человека. А как мы смотрим на аккуратность, да, на расстояние между строками, на исполнение этих строк, на то, как они прямо идут, криво идут, насколько сильно идет нажатие, да, насколько человек обращает внимание на детали. Почерке. Мы попросили наших коллег написать пару строк и с этими бумагами направились к психологу за анализом. Этот человек организованный, да, судя по тому, что у него строки идут прямо. То есть он может придерживаться порядка, правил. Размер почерка. Он крупный. Этот человек, он решительный. Да, и любит, когда на него обращают внимание. Округленный почерк идет. Да, то есть это говорит о мягкости характера этого человека. То есть он может конфликты не обострять, да, он может решать какие-то острые проблемы мягко. Образец номер 2. По сравнению с первым образцом тут строки строго не соблюдены. Тут имеется в виду границы, да? То есть это говорит о том, что по большей части человек обращает внимание на суть, да? Он может пренебречь деталями, да? Скорее всего, здесь творческий человек, импульсивный человек, да? И у него быстрый почерк, то есть он любит быстро все заканчивать, доводить до конца. Здесь номер 3. Здесь видно, что человек старался. Мы смотрим на размер букв. Где-то они большие, где-то они маленькие. Здесь речь идет о том, что человек пытался создать впечатление. Но судя по исполнению букв, этот человек, если он захочет, может быть аккуратным, да? Но он, скорее всего, больше творческий человек. Вот такие интересные итоги. Даже не зная человека, по завиткам, нажатию руки и многим другим особенностям можно очень точно описать даже незнакомого человека. Мария Павлова, Арсен Степанов. Новый день. Якутск.
Несколько секунд отделяют нас от завершения программы, и я успеваю зачитать сообщение. Дорогую сестру, тетю Наталью Николаевну Никуленко, поздравляем с днем рождения, желаем счастья, здоровья, любви. Из Якутска вас поздравляют родные. Также поздравляют самого дорогого нашего папу Акима Акимовича Михайлова с юбилеем 55-летия. Желаем самого наилучшего, будь здоров, с пожеланием твои родные, жена и дети. Я с вами прощаюсь до завтра. Отличного вам дня.